Народная крымско-татарская музыка словно сопровождает эти колоритные орнаменты. На этой выставке работы художников и вышивальщиц наполнены исключительно крымско-татарскими узорами, которые завораживают и вызывают интерес у многих ремесленников. Вот такие выставки мы в том числе организовываем для того, чтобы мастера могли встретиться, пообщаться, обменяться опытом, и у них будет рождаться вот эта идея, как применять наши орнаменты. Потому что если мы их применяем, значит они живут. Не устояла перед этой красотой и Людмила Кузнецова. Вышивают уже более 20 лет, а вот с орнаментами мастерица столкнулась совсем недавно. Причем ее картины зачастую воспринимают как нарисованные, а не вышитые. Не очень давно мне подала такую идею Халида Кипчакова, чтобы я попробовала вышивать графикой орнамент. Вот. Но я посмотрела в интернете, думаю, может быть, там что-то есть такое наподобие, но ничего не нашла. Вот. И вот попробовала, ну и вот уже в результате вот такие работы получились. Сама же Халиде Ханум признается, что для нее большое удовольствие не только вышивать, но и вдохновлять других. К тому же в этом зале представлены работы ее учеников. Особое внимание притягивают копии старинных вышивок. Eskiden kalmış örneklerimizin, nağışlı şeylerimizin gösteremiz. Çünkü o bizim фундаментамыз. А вот Мунире Ханум посетила мероприятие не только как гость, но еще и как начинающая вышивальщица. Женщина рассказывает, в их молодости, когда они жили на чужбине, фесов и национальных украшений не было. Сейчас же национальный головной убор можно не только приобрести, но и сделать своими руками. Фесы являются примером искусства и своеобразным оберегом. Здесь вот и это семейное древо есть. Вот здесь я все это вижу, усматриваю. И вот здесь есть и Су, которая охраняет эту девочку. И наверху вот вообще верхний это для Бога. И очень красиво сделан верх. Вышитые головные уборы и костюмы, элементы интерьера, неповторимые картины. Такой яркой и богатой выставкой Севастопольский фонд развития крымско-татарской культуры имени профессора Изетдинова отмечает свое 20-летие. София Шукурова, Фатиме Сейдаметова, Асан Девадинов, телеканал Миллет.